В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Многодетные семьи, ветераны и семьи участников СВО. Кто еще может получить компенсацию за капремонт в Якутии? На озере Сайсара открылся каток. В скором времени желающие прямо на озере могут попытать свою удачу в тире и покататься на банане. Чемпионат по футзалу стартовал в Якутске. За звание чемпиона сразятся лучшие команды со всех районов республики. Стихи и рассказы с передовой. В Якутске можно знакомиться с произведениями участников СВО. 135 лет тайны открытий. Музей Арсеньева раскрывает свои сокровища во Владивостоке. Глава Якутии Айсен Николаев отметил значительный вклад корпорации развития Якутии в укрепление креативной экономики региона, подводя итоги деятельности организации за прошедший год и определяя планы на текущий. Он указал, что корпорации и правительство должны реализовать указ главы Республики Саха-Якутия о развитии креативной экономики, который определяет стратегические направления роста и конкретные меры для усиления вклада креативных индустрий в экономику республики. Также он подчеркнул важность исполнения поручений президента России по созданию небольших кинозалов в малых населенных пунктах с использованием разработок якутской компании «Экстра Синема». «Плати за максимум». Министерство энергетики разработало новые правила оплаты счетов за электроэнергию для новых потребителей. Согласно проекту постановления, опубликованному на портале нормативных правовых актов, потребители с подключенной мощностью 670 кВт и выше будут оплачивать электричество не по фактическому потреблению, а исходя из максимально заявленной мощности. Этот принцип, известный как Take or Pay, обяжет потребителей оплачивать полную стоимость даже при неполном использовании заявленной мощности. Минэнерго считает, что новый механизм позволит сдержать рост тарифов на электричество. Новые правила оплаты планируется ввести с 1 июля текущего года. Почти 5000 якутян получили компенсацию за капремонт в прошлом году на общую сумму более 23 миллионов рублей. Об этом сообщил Фонд капитального ремонта Якутии. На территории республики действует несколько видов компенсации по взносам на капитальный ремонт. Семьям, проживающим совместно с участниками СВО, им предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения. Для одиноко проживающих, не работающих на капремонт – 50%. Для граждан, достигших 70-летия и 100% для граждан, достигших 80-летия. И многодетным семьям компенсация на оплату взносов на капремонт в размере 30%. Далее смотрите подборку самых заметных новостей от наших коллег из Алданского района. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне преамбулой всех отчетов правительства перед населением в Алданском районе стало вручение ветеранам, блокадникам и детям войны юбилейных медалей. Вручал их в торжественной обстановке глава Кабинета министров Кирилл Бычков. Торжественные минуты сменила рабочая атмосфера, которая проходила в диалоговом режиме. Темы, поднятые на отчете правительства, до сих пор обсуждаются жителями. Это говорит об актуальности вопросов и заинтересованности граждан в социально-экономическом развитии района, этапы реализации которого прописаны до 30 года в указе главы республики. На самом деле программа обязана быть исполнена в полном объеме. Я сейчас не возьмусь вам сказать разбивку по годам точно, потому что там и наши средства республиканского бюджета, и софинансирование района. Почему не могу сказать пропорцию? Потому что у нас район стал недавно бездефицитным, и поэтому вот эта структура, пропорция финансирование меняется,
Пока это выглядит в лучшую сторону с точки зрения результата. На сегодня район, имея дополнительные возможности, конечно, софинансирует такие важные программы, как жилищное строительство, как снос ветхого аварийного жилья. Мы понимаем, что строительство – это одна тема, а снос – это всегда тоже было проблемой, и средства на это изначально не были предусмотрены. Это строительство социальных объектов. Вот мы сегодня были на детской школе искусств, например. Вы хотите в этом году начать такой же проект реализации в Курганахе? Совершенно верно. Совершенно верно. Вот как раз вы за меня ответили на свой вопрос, какой будет следующий объект в этом аспекте. Вот, поэтому эта работа будет продолжена. Сегодня звучали вопросы у жителей по аварийному жилью. Вот некоторые были проблемы. Это тоже, ну, скажем так, на пересечении программ это ответственность все-таки республики и района. Мы это будем решать совместно. На запросы населения отвечали и руководители отраслевых министерств. Они касались развития инфраструктуры, ЖКХ, медицины. Медицина, Алданская больница. Уже второй этап реконструкции, и это переоснащение. Но что самое важное, и на самом деле пользуется таким вот спросом, и постоянно вопросы задаются, это укомплектованность медицинскими кадрами. Сегодня, к сожалению, эта цифра ниже 60%. Наша задача сделать 85%. Поэтому в ближайшее время, кстати говоря, недавно отремонтировав, предусмотрев средства и фактически уже отремонтировав Алданский медицинский колледж, мы эту проблему решаем, как говорится, вот от истоков. То есть кадры должны быть местными, алданскими. Для этого должны быть условия для их образования, для их, как говорится, подготовки в правильно хороших условиях. Поэтому для этого... В том числе потом для проживания. Здесь жилищный вопрос тоже переключается. И это следующий вопрос. Те моменты, которые связаны с закреплением кадров. Здесь, конечно, очень большая межведомственная работа муниципального образования и непосредственно глав муниципальных образований, которые должны предоставлять жилье для молодых специалистов. И вот мы были на расширенном медицинском совете Алданской ЦРБ. И Оксана Михайловна прям показала четко, что 12 специалистам было предоставлено жилье. Ну и оплата за аренду жилья тоже. Так что это хорошая закрепительная программа, и я думаю, что в конце концов специалистов будет достаточное количество. С проблемами, которые исполнительные муниципальные власти решают в рабочем порядке, были новости стратегического характера. Алдан попал в программу развития дорожной городской сети и получил самые большие объемы. Пятилетний план сформирован. В этом году 6 улиц, в следующем году 11 улиц и еще в 27-м еще 6 улиц. Алдан, город Алдан вошел в один из 4 городов, по которому будет дорожное строительство реализовываться. И из этих 4 городов Алдан получил самое большое количество километров в течение пятилетки по строительству городских дорог. Поэтому это тоже очень большой, существенный, заметный, значимый проект для наших жителей. Материалы по отчету правительства в Алданском районе Кабмин будет анализировать и принимать по ним решения. Какими они будут, покажет время и наличие необходимых ресурсов. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Еще больше рейсов в прошлом году Республиканский центр медицины катастроф Якутии выполнил 2128 санитарных рейсов, обеспечив медицинскую эвакуацию более 3000 тяжелобольных граждан. Это на 42 рейса и 64 человека больше, чем в 2023 году. Круглосуточная работа санавиации позволила эвакуировать 1368 пациентов из районов республики в медучреждения Якутска. Значительный рост числа выполненных санрейсов стал возможен благодаря увеличению финансирования из федерального и регионального бюджетов, которое в прошлом году составило более 1 миллиарда 900 миллионов рублей. В Год защитника Отечества люди разных сфер деятельности участвуют в патриотических мероприятиях. В Нерюнгри актриса театра кукол Кристина Никифорова организовала встречу-разговор «Связь времен». С Кристиной Александровной, которая также является заслуженной артисткой Якутии, встретились наши коллеги из Нерюнгри.
В год защитника Отечества в России и год защитника Родины в Якутии и актеры кукольного театра присоединяются к военно-патриотическим мероприятиям. Актриса Нерюнгринского театра кукол Кристина Никифорова стала соорганизатором встречи разговора «Связь времен». Мы объединили Великую Отечественную войну и последнее событие ССВО. То есть хотели бы сказать этой встрече разговором, что во все времена наш солдат ценен своей человечностью, прежде всего и отношением к людям. Это очень важный момент. Кристина Александровна ведет активную деятельность по помощи бойцам, находящимся в зоне СВО. Заслуженная артистка Республики Саха-Якутия и сама является тем самым универсальным солдатом, владеющим куклой, пением, пластичностью, творческим потенциалом. Кроме театральной деятельности, актриса занимается обучением, наставничеством, волонтерством и другой деятельностью. Тот человек, у которого хватает сил, энергии не только на театр, но и для сторонних таких добрых дел. Очень хорошо она плотно занимается и с детским домом, с Серборовским нашим. То есть это такой человек довольно, я бы сказал, человек универсальный. Человек, которого хватает на всех. Уже много лет Кристина Александровна работает с детьми с ограниченными возможностями. Ставит с ними совместные номера на ежегодный фестиваль неограниченных возможностей «Смотри на меня, как на равного». С 2004 года Кристина Никифорова является художественным руководителем театральной студенческой студии «Мы». Каждый год к празднованию 9 мая студия ставит театральные постановки по военной тематике. У студентов на самом деле тоже многому можно поучиться, потому что это прежде всего такой запал, такой здоровый эгоизм. И иногда очень интересный и нестандартное видение каких-либо событий, что дает эту живую струю в творчество. За добросовестный труд Кристина Никифорова имеет звание «Заслуженный артист Республики Саха-Якутия», почетный знак «Отличник культуры Республики Саха-Якутия». Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Умное образование, умный регион. Под таким девизом команды учителей республики состязаются в методическом турнире. Основное отличие турнира от других конкурсов – это, во-первых, коллективная работа, то есть у каждого педагога свое мастерство и методы преподавания, которые сливаются воедино. Плюс ко всему это творческая импровизация. Вчера команды педагогов разработали образовательные проекты, а сегодня применяют эффективные методы преподавания на открытых уроках. Команда-победитель в составе 4 педагогов примет участие в российском методическом турнире. Мы объявление о конкурсе увидели в самый последний момент и мобилизировали свои силы. Очень радостно было, что у нас есть действующий интернет-ресурс, который позволил нам пройти в финальный этап конкурса. Видеовизитку сняли в экстренные сроки. Готовимся, так как у нас есть опыт. Собрать робота из конструктора Лего могут все дети. А вот научить его думать, запрограммировать сложнее. Этим и занимаются ребята из кружка «Робототехника». Ленские дошколята и ученики начальной школы приняли участие в фестивале и показали свои способности. 1, 2, 3. Часики запускаю. До финала конкурса дошли сильнейшие. Сегодня ребятам предстояло собрать и запрограммировать 2 модели роботов. Дошколятам двигающую черепаху, а школьникам военный самолет. Благодаря конструктору на платформе Lego Vidu 2.0 у ребят есть возможность собрать робота, такого яркого, красивого, из разнообразных деталей. И сконструировав робота, они задают ему программу, программируют. И если модель собрана правильно, соблюдая алгоритм, у них получается ее запустить. В комплект конструктора входят знакомые всем детям детали, а также простые в использовании датчики и моторы. Поэтому сложностей у ребят не возникло. Как только был дан старт, участники фестиваля уверенно начали сборку робота. Каждый ориентировался на схему в ноутбуке. Буквально за 20 минут все мальчики были готовы к запуску модели. Я делаю черепаху, и она не ехала сначала, когда я ее собрал. И потом поехала. Дошколятам всем удалось запустить робота-черепаху. Педагог осталась довольна.
Ребятам постарше задание предстояло посложнее – собрать военный самолет и запустить его двигатель. Они его собирают, программируют, собирают программу. Я им написала на листочке, так как они у нас уже школьники. Если мы маленькими блоками на картинках, так как не все читать умеют, школьникам, точнее, я прописала название блоков. Они будут читать и самостоятельно собирать ее. Должны загрузиться вентиля, заработать, и сам звук самолета будет. Конкретного времени на сбор модели дано не было. Акцент был сделан на внимательность обучающихся. Некоторые ребята от волнения перепутали детали, поэтому запустить робота получилось не с первого раза. Так, стоп, подождите. Иван Прохорчук первым собрал своего робота. Мальчик рассказал, что было несложно. Я собираю военный самолет из лего. Трудностей никаких пока не было. Во-первых, я совсем этого не ожидал, и он запустился. И даже звуки были. Также в этот день была организована для участников фестиваля игровая программа. Ребята имели возможность познакомиться с квадрокоптерами, учились управлять беспилотными летательными аппаратами, самыми легкими, самыми простыми. Так как у нас имеется кружок квадрокоптинга, педагог по робототехнике на платформе IF3, он тоже сегодня представил несколько моделей роботов, трассу, на которой ребята могли попробовать более сложные роботы, управление более сложными роботами. Победители получили дипломы и статуэтки. Остальные ребята – сертификаты участника. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Весна не за горами, и все больше... Каток на Сосярском озере традиционно начал свою работу в День всех влюбленных. Коньки можно принести свои или взять в пункте проката. Здесь же посетителям помогут с выбором правильного размера. С 26 до 46, то есть детские и взрослые есть. Коньки надо брать на размер больше, так как так удобнее и ноги не будут тереть. Новый завоз только вчера был. Фигурные коньки. Плотно шнуруем коньки и вперед. Выходим на лед катка площадью почти в 200 квадратных метров. А особенно красиво здесь вечером, когда над катком зажигаются огни. Света больше будет. Мы в этом году поставили гирлянду 120 метров. В прошлом году сколько было? 80 метров где-то. Ну, сейчас в этом году она больше стала. У нас была звезда в прошлом году на середине. После гирлянд шла. Кафе у нас посередине стояло катка. В этом году мы решили сделать иначе. Ну, для людей, чтобы удобнее было. Проводить время за зимними забавами приятно, а развлекаться с экономией приятно вдвойне. Для посетителей администрация катка подготовила несколько выгодных предложений. Скидкой в 50% могут воспользоваться члены семей участников СВО, пенсионеры, инвалиды и именинники. Акция 2 часа и 3-й час подарок дается. То есть вы берете коньки на 2 часа и 3-й бесплатно. Любители рассекать ледяную гладь найдутся и среди детей, и среди взрослых. Поэтому катание на коньках – прекрасная возможность позаниматься спортом на свежем воздухе всей семьей. Эржена Гармаева, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске стартовали схватки чемпионата по футзалу. За звание чемпиона сразятся лучшие команды со всех районов республики. Как прошли матчи группового этапа, знает мой коллега Петр Васильев. Сигнал рефери, и игра началась. Первый день группового этапа открылся схватками сильнейших сборных. Одними из первых на паркет вышли сборные Среднеколымского и Горного районов. Игроков в черной униформе не зря называют темными лошадками текущего сезона. Их непредсказуемая игра позволила отобрать несколько очков у соперника и к концу второго тайма выйти с большим отрывом. В этом году десятка лучших выглядит так. Среднеколымский, Горный, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Мирнинский, Усялданский, Намский, Ленский, Чурапчинский районы и сборная города Якутска. Соревнования, к слову, проводятся по правилам футзала ФИФА. Усялданский улус, сборная команда этого улуса, это уже протяжении последних 10 лет лидер нашей республики. Одна из самых сильнейших команд. А где бы она принимала участие, она
в любом случае борется за первое место. В прошлом году чемпионом республики стала сборная Якутска, победив в финале команду Усялданского района. Этот чемпионат может не стать исключением, и команда столицы попытается повторить прошлогодний результат. Есть, конечно, фавориты определенные есть. Во второй группе это, естественно, Усялданская сборная, да, она является фаворитом. В прошлом году и чуть-чуть не хватило, они в финале проиграли сборная Якутска. Вот. А в первой группе там несколько команд очень серьезных, и якутские, и мегино-кангаласские, да, и намцы вот сегодня мирные выиграли 3-2, поэтому тоже уже как бы себя в ранг фаворитов, да, учитывая, что там играют ребята, там тот же Джулус Пестряков, там Мохов, Сивцев. То есть серьезные ребята уже как бы и на российском уровне понюхавшие футбольного пороха. Матчи продолжатся в течение еще 2 дней, 20 и 21 февраля. Это значит, всех любителей футзала ожидают еще масса красивых игр и ярких побед. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. Отражение специальной военной операции в литературе. В Якутске открылась выставка произведений писателей, участвующих в СВО. До 24 февраля посетители литературного музея имени Платона Аюнского могут ознакомиться со стихами и рассказами Анатолия Слепцова, Александра Седалищева, Василия Рожина и Анатолия Храмова. Организаторы отмечают, что произведения, написанные на передовой, отражают ценность жизни и важность мирного неба над головой. Выставка проводится 3-й год и не отставляет никакого равнодушным. Мы как литературный музей выбираем тех, кто посвятил свою жизнь творчеству, кто пишет стихи, рассказы, повести. Само собой, разумеется. Так, мне кажется, это нормально. И люди понимают, и те, которые приходят на наши выставки, и те, которые встречаются с ними. Главное историческое достояние Владивостока – музей Арсеньева, который в этом году отмечает свое 135-летие. Это учреждение стало настоящей сокровищницей знаний о городе и Дальнем Востоке. Подробнее в материале Лианы Михайловой. В настоящее время музей Арсеньева располагает 4 площадками в самом городе и 5 филиалами в городах и селах Приморского края. В главном корпусе выставлена история освоения Дальнего Востока. В черте города посетители могут увидеть объекты Владивостокской крепости как на материке, так и на Русском острове, а также исторические здания, связанные с известными личностями, и разнообразные выставки. Помимо этого в музее проводятся разного рода мастер-классы, лекции, праздники и пешеходные экскурсии. И в конце апреля мы открываем пешеходный сезон, когда предлагаем горожанам узнать о своем городе чуть больше, чем они знают, потому что ходят все по улицам ежедневно, но мало кто знает, почему эта улица называется так или иначе, кто жил в этом доме и как связана китайская диаспора вообще с историей города. Это, кстати, одна из самых популярных маршрутов по китайской миллионке. Тайны, трагедии, бандитские в некоторой степени Владивосток прошлого столетия, поэтому все очень любят такие истории. Находясь в музее как гость, можно увидеть очень много интересных залов с увлекательными экспозициями. По моему мнению, самой примечательной является вот такая вот интерактивная доска, где представлено огромное количество предметов. Можно самостоятельно их потрогать, посмотреть и изучить. Внизу каждой ячейки представлены имена купцов и бизнесменов, которые занимались тем или иным предметом. А также можно самостоятельно догадаться, чем занимался этот купец, а потом себя проверить на вот такой вот описывающей доске. В главном корпусе музея представлены постоянные экспозиции, рассказывающие об истории развития Дальнего Востока, а именно зал этнографии, зал археологии, кабинет исследователя и залы, посвященные историям жителей города. Стоит отметить, что здесь проводят множество образовательных мероприятий и экскурсий для детей. В прошлом году, если мне не изменяет память, в устье одной из рек был найден древний клинок, который стал одним из самых старых, наверное, в нашей экспозиции. Это как раз приобретение практически последних пары лет. То есть просто рыбаком, по-моему, могу ошибаться, лучше меня перепроверить, был найден обычный меч, которым, вероятно, пользовались как раз те жители древних государств Бахай и Турджени. То есть очень старинный клинок, просто нашли в реке.
Сейчас музей планирует активно работать над сохранением объектов Владивостокской крепости и благоустройством ее территории. Также он стремится привлечь молодежь к своей деятельности, вдохновляя новое поколение на сохранение и изучение исторического наследия. Лиана Михайлова, Владивосток. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.